области. Следом идет движение тюркских народов, которые живут уже в Южной Сибири. Они сюда продвигаются и встречают здесь уже тюркизированное население. Происходит смешение, и, собственно говоря, вот на этой основе здесь и формируются те группы, которые в истории известны, ну и сейчас они живут, это сибирские татары. Разные группы сибирских татар вообще выделяют три группы. Если говорить о сибирских татарах, это таболо-туринские, то есть это территория Тюменской области, вот Тобольска, это барабинские татары и томские татары. Ну, томские татары делятся на две, опять же, группы, это чадские и эуштинские татары. Значит, это очень близкородственные группы, но особенность их в том, что они получились из смешения вот, тюрков с разными местными субстратами. И развивались они параллельно, но некоторые отличия, разные элементы просто впитали. Впоследствии, когда, значит, образовалось уже Казанское ханство, они испытали очень сильное влияние, значит, из Поволжья, из Казанского ханства, поволжских татар. И, собственно говоря, вот тот язык литературный, который распространялся у сибирских татар, он во многом распространялся под влиянием казанских как раз татар. Но самое интересное, если говорить о том языке, который сохранился до сих пор у барабинских и особенно у чадских татар, то он в своем составе содержит очень древние сегменты, которые даже уже утрачены у поволжских татар, у башкир, у других тюркских народов. То есть вот та древнетюркская основа, которая еще была до появления архонских памятников, она сохранилась у чадских татар. Как язык сохранился у чадских татар? Ну, дело в том, что с того времени, когда советская власть, с 30-х годов, если точнее говорить, когда, собственно говоря, прекращаются преподавание национального языка, татарского языка, преподавался язык казанских татар в Сибири, литературный язык, то возрождаются как раз вот тот местный язык чадских, барабинских татар, на котором они говорили до того, как испытали влияние литературного татарского языка. И ну, сейчас вот есть носители, которые говорят на чадском и на барабинском языке. Он немного отличается, ну, если послушаете, немного отличается от привычного, ну, вам знакомого, если в школе вы изучали или дома говорите, литературного татарского языка. Значит, что касается истории вот, сибирских ханств, о чем сегодня как раз я вам хотел рассказать, значит, обычно считается, что история начинается вот Сибирское ханство, 15 век, то есть вот параллельно Казанское ханство появляется, Астраханское и Сибирское. Но на самом деле эта история, и связывают ее как раз вот с монгольским завоеванием, но на самом деле ведь история сибирских ханств, она значительно древнее, чем история монгольского государства. И первое, оно называлось не Сибирское, Ишимское ханство, на территории Западной Сибири. Ишимское ханство называется в исторической литературе. Вот это Ишимское ханство, оно образуется в конце XI века, то есть еще до того времени, как появляется Чингисхан, и до того времени, как начинаются монгольские завоевания. То есть это древнее значительно государство, ну не значительно, но все-таки конец XI века или XIII век, есть разница в 100 с лишним лет. Значит, как он образуется? То есть образуется после того, как таболо-иртышские и барабинские татары образовали политический союз, центром которого стал город Кызыл-Тура на Ишиме. И мы знаем имя первого правителя этого Ишимского ханства, это был хан Юваш. Если говорить об источниках, откуда мы знаем вот об истории этих сибирских ханств, то, к сожалению, здесь источники немногочисленные. Это в основном сибирские летописи, которые были записаны уже после того, как сюда пришли русские в XVII веке.
Это есть два документа, которые принадлежат самим сибирским татарам. Записаны они в конце XIV века о приходе сюда шейхов, о войне шейхов за распространение ислама. Ну и, собственно говоря, археологические, этнографические данные. И, конечно, фольклор. То есть для историков, перед историками стоит большая задача реконструкции истории сибирских ханств. Ну, сейчас этой историей занимаются, группы исследователей в Кургане есть, у нас в Новосибирске, я занимаюсь с коллегами, вместе мы занимаемся, в Омске занимаются. То есть, в общем-то, вот эта история, которая где-то там во мраке веков уходит куда-то вглубь веков, она сейчас становится все более и более ясной. Ну, благодаря тому, что и проекту, вот этому масштабному возрождению Искера, как столицы Сибирского ханства, то есть интерес, конечно, это вызывает, и общественный интерес, и научный интерес. Поэтому вот очень многие исторические данные о Сибирском ханстве, о сибирских ханствах, да, их 3 вообще-то было, да, они гипотетичные. Вот, допустим, даже вот хан Юваш, если во всех летописях он упоминается как первый хан, то потом, кто его сменил, там 20, около 20 ханов сменяет, и вот эта цепочка ханов, кто кого сменил, к сожалению, точно неизвестно, потому что разные летописи сообщают разные данные, и они не совпадают друг с другом. Есть, конечно, и источники иностранные, да, по отношению к сибирским ханствам, происходящие из того же Узбекистана, есть и, допустим, источники из арабского халифата, но особенность их в том, что все данные противоречат друг другу, и составить непротиворечивую картину достаточно сложно. Значит, но тем не менее, вот какие-то контуры общие этой истории мы можем наметить. При хане Юваше, как свидетельствуют археологические данные, уже было известно пашенное земледелие у группы этих сибирских татар. Ну, если вы с историей так знакомы, вот мотыжное земледелие – это начальная форма, да, пашенное земледелие – это уже более развитая форма. То есть, собственно говоря, татарское население, которое здесь жило, это было не кочевое население. Они занимались земледельческим трудом, охотой, рыбной ловлей. То есть кочевое хозяйство, оно для тех условий, в которых они селили, оно было достаточно сложным. То есть это более южные территории. Значит, потом в летописях вот такая большой пробел, вот хан Юваш, о нем мы что-то знаем, реконструируем, а потом большой пробел. И, значит, следующим, кто упоминается, исторический персонаж, я имею в виду, не легендарные там персонажи и предки, это хан Он-сон. Он-сон. Он упоминается во всех летописях, и в Ремезовской, и в Есиповской летописи. Правда, в Есиповской летописи он упоминается под именем Ивана. Ну, вот так переделывали имена, и там только из сопоставления различных данных можно судить, что это есть хан Он-сон. Значит, он был в Ишимском ханстве, оно достигает расцвета своего, и случается следующая история. Один из его подданных, которого звали Чинги, он убил Он-сона и сам стал ханом, то есть захватил ханский престол и стал править. Ну, у Он-сона остался в живых сын, которого звали Тайбуга. Тайбуге удалось спастись. Он долго скитался по разным местам, значит, но в конце концов, значит, Чинги узнал о нем, узнал его местоположение, но он не стал с ним расправляться, он наоборот пригласил его ко двору, и при дворе он стал фактически первым советником хана, то есть хан ему давал поручения. Одно из поручений – это покорение остяков, которые стали платить хану дань. Но в конце концов Тайбуга, он, значит, состарился Он-сон,
И Тайбуга у него попросил разрешения основать собственный двор и самому править какой-то частью государства, вот этого Ишимского ханства. И как раз с историей Тайбуги связано строительство города на реке Туре, который называется Чинги-Тура. Это вблизи современной Тюмени. И после того, как вот Онсон умирает, и, собственно говоря, Ишимское ханство, оно свое существование не прекращает, но уже того могущества нет, наоборот, происходит расцвет вот этого города Тайбуги, и фактически он образует самостоятельное государство, которое получило название у самих татар Тюмен-Йорты, то есть Тюменский юрт. Иногда оно называется Туры-Йорты, Туринский юрт, но обычно вот в исторических источниках оно называется Тюменское ханство. Ну а в русских летописях называется оно Великая Тюмень. Ну что характерно, вот это 16 век, вернее не 16 век, Сибирское ханство, в 16 веке Тюменское ханство появляется именно под этим именем. Тюмен-Йорты или Великая Тюмень появляется на картах, которые издаются в Европе. То есть в Европе печатают карты, и вот территория, это уже не темное какое-то пространство, занятое там монголами, чингизидами, кем угодно. Вот как раз на территории Западной Сибири на европейских картах XVI века изображается Великая Тюмень. Ну, вот эта версия о появлении Тюменского ханства, которая признана большинством историков, разделяется большинством историков, хотя есть, конечно, и другие построения, опирающиеся тоже на исторические источники. Я еще раз подчеркиваю, что это источники вторичные. Если бы удалось когда-то найти летописи, которые составляли в самих этих ханствах, так, гипотетически можно предположить, что они тоже, какое-то у них было летописание. Это бы, конечно, было одним из больших открытий в мировой истории. И, собственно говоря, тогда бы уже Тюменское ханство, нельзя было бы его обойти в учебниках по истории Сибири. Значит, здесь, конечно, очень много рассуждают о том, Чинги и Чинги-Тура. Связывают по созвучию, с именем Чингисхана, не является ли Чинги из рода чингизидов, и вообще как связаны монгольское государство чингизидов и как связаны это Тюменское ханство, которое как раз и образуется во времена монгольских завоеваний. Но, собственно говоря, когда мы посмотрим, они появляются практически одновременно. То есть Чингисхан появляется в Монголии, а Чинги и Тайбуга, это как раз тоже те же 20-е годы 13 века, он появляется в Сибири. И таким образом у нас второе государство возникает, это Тюменское ханство. Когда мы можем, дата образования, то есть Ишимское ханство это конец XI века, Тюменское ханство это начало XIII века, то есть где-то 100 с небольшим лет существовало Ишимское ханство, потом начинается история Тюменского ханства. С Тайбугой, с Тюменским ханством та же самая история, что и с Ишимским ханством. Есть несколько генеалогических построений, кто правил Тюменским ханством, восходящих, то есть как и в Ишимском ханстве, мы знаем первого хана, там был Юваш, тут Тайбуга, а дальше следующие ханы, их список, разница в разных источниках, и историки пока не могут еще окончательно и утвердительно реконструировать эту историю. Если говорить о Тюменском ханстве, то, конечно, оно было связано с Ордой и находилось в зависимости от Орды и испытало сильное влияние Орды.
Ну, сильное влияние в чем? Это, собственно говоря, вот те государственные структуры, которые оказали влияние, допустим, централизованные государства, когда мы говорим о происхождении вообще российского государства, мы же говорим о том, что вот эта монгольская модель, собственно говоря, модель Орды, сильный хан, сильная власть централизованная, развитый аппарат управления, вот по этой модели и создавалось централизованное русское государство. И по той же модели создавалось и Тюменское ханство, то есть это было такое, ну, насколько возможно, сильное централизованное государство. Значит, конец 15 века – это тот период, когда на исторической арене, на развалинах вот Орды, Большой Орды, появляется целый ряд государств. Это появление в 1453 году Казанского ханства, это появление Астраханского ханства, это создание в этот же исторический период Касимовского ханства на территории русского государства, где, собственно говоря, часто очень из Казанского ханства туда перебегали, значит, представители царского рода, и русское правительство их поддерживало для того, чтобы в нужный момент можно было их посадить, допустим, на престол в Казани и таким образом влиять на казанскую политику. И вот Сибирь здесь оказывается в новых исторических условиях, то есть образование ханств, образование Ногайской Орды, собственно говоря, расширение связей и вообще появление на исторической арене еще одного тюркского государства, это, конечно, Османского государства. Еще до Османской империи, конечно, время прошло, но появление Османского государства, которое очень сильно в 1453 году как раз произошло завоевание Константинополя турками-османами, и, значит, новое государство оказывает влияние вот на все тюркские государства через Крымское ханство, через Ногаев. То есть в этой сложной политической ситуации, когда у нас несколько игроков появляется, таких геополитических, каждый претендует на верховную власть. Крымские ханы, допустим, они вообще считали себя наследниками Большой Орды. Ну и когда, допустим, ну и так к истории обращаться, ну, обычно в учебниках истории вы, может быть, если изучали, помните, что вроде как выход дань перестали платить, да, русское государство в 1480, точнее в 1472 году окончательно дань перестали платить Ивану Третьему. Но, правда, забывают о том, что последний, кто из царей платил дань еще наследникам Орды, это Петр I. Правда, называлась она по-другому, назывались поминки, и платил на ее крымскому хану. То есть еще до начала 18 века дань выплачивало русское государство. Ну, понятно, что в российских учебниках нет этой темы, но мы, историки, в общем-то, об этом можем говорить. В этом ничего такого нет, там обидного ни для Петра, ни для крымского хана. То есть таковы исторические реалии. Назывались они подарками, правда, уже не данью, или крымский выход назывался, но продолжалась уплата. И вот вторая половина 15 и первая половина 16 века идет борьба между различными государственными образованиями: Ногайская Орда, Крымское ханство, Казанское ханство, Русское государство. И здесь в этих же условиях действует и Сибирское ханство. Сибирское ханство, которое образовалось после того, как, опять же, столица была перенесена из города Чингитура, или Чингитура, называют Чингитура в литературе, была перенесена в город Кашлык. Кашлык, который позже получил название Искер. Ну, кто из вас знаком, вот в Тобольске они активны. Искер-Жиен праздник у них летом проходит. Сейчас идет реконструкция этого места. Но им проще, потому что, если, допустим, у нас Чатское городище в Новосибирске, оно просто застроено уже современными застройками, там Сибирская академия госслужбы застроила своими зданиями, фактически эта территория сейчас для археологического исследования очень трудна, то Искер там проще, там незастроенная территория,
и можно изучать. Так вот, как раз в это время переносится столица государства из Чингитура переносится в Искер, и образуется новое государство, которое называется Сибирское ханство. И вот это Сибирское ханство, оно как раз просуществовало формально просуществовало до конца фактически 17 века. Ну а так, если говорить о неформальности, те народы, которые населяли, вот, собственно говоря, Сибирское ханство, они продолжают жить и сейчас. И, в общем-то, есть даже компактные поселения в Тюменской области, возле Тобольска. И здесь у нас, то есть те, кто, собственно говоря, когда-то составлял основу Сибирского ханства. Значит, Сибирское ханство было в сложных отношениях между нагаями, между Казанью и Московским государством, и Крымским ханом. То есть очень сложные отношения, но тем не менее Сибирское ханство, оно уже, в отличие, допустим, от Тюменского ханства, занимало более широкую территорию, включая в свой состав и районы, которые заселены ханты-мансийским населением. Ну, конечно, главная масса татарского населения Сибирского ханства, ядро, это между Тоболом, Турой, Иртышом и Омью. Ну, то есть это территория Юго-Тюменской области, Курганская, Омская область. Вот это территория основная Сибирского ханства. Что касается, допустим, барабинских или чадских и уштинских татар, ну, они находились в таких сложных отношениях с этими сибирскими ханствами. Вроде формально они должны были подчиняться сибирскому хану, но фактически они, поскольку они находились на периферии некоторые вот этого государства, на границе, то они существовали и действовали самостоятельно. Значит, что касается истории Сибирского ханства, значит, связано было со сложными отношениями. Вот 16 век, середина 16 века, это как раз казанские, астраханские походы Ивана IV. Сибирское ханство, ну, сама политика Ивана IV не была направлена на то, чтобы завоевать эти территории, как-то их покорить, поскольку проблема у российского государства того времени была другая. Это выход в Балтику. Это знаменитая Ливонская война 1558-1572 годов. Значит, и, собственно говоря, основные силы русского государства были отвлечены на запад. И, соответственно, с ханом Едигером, который правил в Сибирском ханстве, Иван IV установил отношения дипломатические, то есть отправили сюда послов. Значит, ну здесь опять же сложная ситуация, то есть хан Едигер, у него были сильные соперники, это были шейбаниды, которые правили Казахстан, Средняя Азия, сильные соперники были, и он, конечно, хотел получить поддержку и такие дружественные отношения установить с российским государством, то есть для того, чтобы успешно противостоять тому же Кучуму. Но помощь не поступила от русского государства, хотя отправили, значит, Ивану IV 1000 соболей и 1000 белок в год обязались отправлять, но, собственно говоря, никакой помощи не получили, и в результате шейбаниды, которые потеряли власть, Тюменское, значит, ханство было, ну еще история, да, вот эти ханства, Тюменское ханство не прекратило свое существование с появлением Сибирского ханства, точно так же, как и Шимское продолжало еще существовать. Так вот, в Тюменское ханство, значит, шейбаниды потеряли власть, и они как раз ушли и заняли улусы уже Сибирского ханства и посадили ханом, значит, сына хана Ибака, это Муртазу. Муртаза был престарелый, значит, и значит, главным кандидатом на престол, Муртаза был, понятно, достаточно формальным правителем, это был, конечно, сын Муртазы Кучум. Ну и вот, в общем-то,
после смерти Муртазы ханом стал Кучум, которого хорошо знают, и хорошо известен он, и его история. Ну а потом уже, собственно говоря, поход Ермака, который он предпринял по собственной инициативе, то есть без разрешения царя, то есть эту экспедицию финансировали Строгановы. Ну так получилось, что прибыв сюда и захватив хитростью столицу, вот Кашлык он захватил, или Искер, да, столицу Сибирского ханства, Кучум был вынужден откочевать со своим войском. И одно время ставка Кучума, она как раз здесь у нас находилась, вот в Новосибирске, на берегу Каменки, где вот это знаменитое городище, да, Чатское городище. И согласно легенде, у хана Кучума там находилась золотая казна. Так вот, до сих пор не перевелись любители, которые ищут золото, не только Колчака у нас, но золото Кучума ищут. И периодически появляются известия, что вот там-то его где-то там во дворах, значит, в частном секторе нашли следы этого золота Кучума. Вот. Значит, если говорить о населении Ишимского, Тюменского и Сибирского ханств, то это, конечно, основная масса этого населения – это сибирские татары. Процесс их сложный был, я говорил, они впитывали в себя самодийские, угорские племена. И, собственно говоря, из-за этого разные группы сибирских татар, они включают в себя разные компоненты. Если говорить о культуре, внутреннем устройстве этих государств, значит, известно, кроме Искера и Чингитуры, еще 15 татарских городков. Расположены они были, значит, обычно располагались они на высоком мысу, чтобы можно было контролировать речные проходы. И исключением не стало вот это Чатское городище, которое здесь на территории Новосибирска существовало. Значит, оно точно так же, если вы посмотрите карты топографические, оно господствует, контролирует выход из Каменки и Обь контролирует, которая протекала в этом месте. И вот эти городки, они упоминаются во многих источниках. Значит, типичный такой татарский город – это Искер, столица Сибирского ханства. Это примерно 20 километров от Тобольска. Может, кто-то там был. Сейчас там раскапывают, восстанавливают, мечеть поставили. Собственно говоря, это одно из таких интересных становится не только культовых мест, но и исторических, и туристических мест. В общем-то, сам Искер – это был город, где была развита торговля. Причем, нам сейчас кажется, что в древности, пути сообщений и связи были очень слабыми, но на самом деле в древности-то как раз благодаря кочевникам связи между различными государствами и территориями, которые расположены на расстоянии несколько тысяч километров, были очень тесными. Ведь в Китае, допустим, находят очень много поделок из моржового клыка, которые лесные народы продавали, соответственно, сибирским, тюркам, потом сибирским татарам, а они их продавали, уже ездили с караванами, продавали в Китай. Точно так же иранские изделия через поволжских татар широко распространялись на территории Сибири. У нас в музее, в археологическом городе Новосибирске, в Академгородке, там вы можете, у них есть в запасниках большое количество, но они экспонируют это знаменитое серебряное иранское блюдо, которое найдено у нас на Волге. То есть как раз иранская торговля тоже шла по волжским путям, и дальше это балтийская торговля через Новгород шла в X веке, тоже здесь было связано с сибирскими татарами, и находят, допустим, известный этот меч, называется Каролингов, это как раз тот меч, который попал через новгородцев из Европы, из Германии, он попал сюда на Обь и потом, значит, использовался сибирскими татарами. Значит, если мы на раскопках Искера, раскопано достаточно много,
и сохранилось тоже очень много. В общем-то, там около 50 видов ремесленных изделий, причем серийно изготовляли. Это не уникальные такие единичные изделия, а, допустим, те же мотыги, сошники, серпы, ножницы. Это было серийное производство, их изготавливали в Искерии, потом они распространялись на территории всей Сибири. Города были соединены исправными дорогами, то есть связь между разными частями, она была достаточно